Директор 9-й гимназии показывает последствия ЧП. Это 5-й блок школы. Он соединяет два учебных здания. Как видим, по всему периметру территория огорожена. Здесь же лежит выпавшая бетонная плита. На стенах трещины. В августе месяце было обнаружено внутреннее аварийное состояние блока, после чего он был закрыт на ремонтные работы. И с сентября месяца в этом блоке занятия не проводились. Сейчас Казанская гимназия номер 9 временно закрыта для посещения. 898 учеников переведены на дистанционное обучение. Учителя преподают занятия из дома. В субботу, когда это все произошло, мы были дома. В день ЧП Денис Лыкин занимался дома. Он учится во 2 классе. По субботам уроки для начальных классов проходят удаленно. Его мама о случившемся узнала от родителей других учеников. Ребенок позвонил, была истерика, естественно, все были взбудоражены. Но, слава богу, все обошлось. И учителя, видимо, сработали очень слаженно, и всех вывели просто на улицу, эвакуировали. Сейчас Регина Лыкина задается вопросами, что будет дальше, надолго ли закрыли школу. Переводить ребенка в другое учебное заведение не хочет. Естественно, им не хочется, и класс дружный у нас очень, и учитель у нас хороший. Школа основана в 1965 году. Почему она не попала в программу капитального ремонта этого года? С вопросом мы обратились в управление образования города. Отметим, что капитальный ремонт в гимназии проводился в 2013 году. Сейчас в гимназии специалисты проводят дополнительное обследование несущих конструкций, по результатам которых будет принято решение о дальнейших действиях. 9 лет назад в школе обновили крышу, заменили проводку и канализацию. Какие работы необходимы сейчас, станет известно после заключения специальной комиссии. Мы обратились в инспекцию строительного надзора республики. Нам обещали прокомментировать ситуацию завтра. По словам директора, перенаправлять учеников в другие школы они пока не планируют. Иван Сарафанов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.